С появления первых людей на берегах Лены их манила синяя даль реки, ведущая в винные края. Смелые люди находились всегда. Но и толчок в развитии судоходства на Лене дала советская власть. Естественно, встал вопрос, где взять кадры. Нужно было свое учебное заведение с хорошей базой, способное готовить командные кадры для ленского пароходства. Для этой цели в 1932 году был создан Якутский речной техникум. Приветливо встречает пассажиров новый речной вокзал Осетрова. Комфортабельные суда водят бывалые капитаны. Якутия знает капитана Наума Самойловича Горовацкого, старейшину ленских капитанов. Капитан Петр Колпащиков – один из его питомцев. Не одну навигацию провел на этой реке опытный капитан Спиридонов. Красавица Лена покорила многих. Сегодня техникум называется иначе – Якутское командное речное училище. Здесь ежегодно учатся и живут более 400 курсантов разной национальности. За 70 лет из стен училища вышло более 8000 специалистов. 70% всех речников бассейна – наши выпускники. Среди них капитаны, командиры, механики судов и земснарядов, руководители Ленского пароходства и объединения водных путей, директора РЭП, начальники портов и районов водных путей Ленского бассейна. Вот так происходит в училище посвящение в курсанты. Здесь присутствуют гости, ветераны, люди, которым не безразлична судьба училища, выпускники. За последние годы многое изменилось в училище, но главное не изменилось. В училище остались и живут многие традиции, которые были заложены речниками старших поколений. Желаю вам хорошо учиться и обойти все препятствия на вашем пути. Уж поверьте нам, желаю вам хорошо учиться, не иметь задолженностей и с достоинством вести звание курсанта Якутского командного речного училища. Бороться и искать, найти, не сдаваться. Этот девиз из двух капитанов Каверина стал главным девизом жизни выпускников речного училища. И они ему следуют, преодолевая все трудности и шторма. Как это по-родственному, по поколению передается. У меня и братья закончили это училище, у меня и дядя, два дяди закончили это училище, стали капитанами. Они также проходили практику на судах и также были курсантами, как и мы вот сейчас с Сашей. И просто я решил продолжить это свое семейное такое. Преподаватели у нас, конечно, хорошие. Они многое дают, они много знают, они стараются курсантам дать всю информацию, даже больше, чтобы они не только, как так сказать, не только чтобы они, не от них, чтобы это шло, чтобы большего, чтобы рвение было к своей профессии, чтобы интерес был какой-то. А не так, что пришел в училище, 4 года отсидел и все, а чтобы он сам хотел этого. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы хотели бы у нас учиться? Да. Так, вы посмотрели информацию. На какое отделение? Морское судовождение. Морское судовождение. Так, морское судовождение, значит, у нас есть на базе 9 и на базе 11. Да?
Документ у вас сегодня с собой, да? С собой. Так, пожалуйста, давайте посмотрим, какие у вас есть справки. Аттестат. Речное училище становится настоящей кузницей кадров для Лены, оснащенное новейшими приборами и пособиями, имеющее штат опытных преподавателей, жилой фонд и учебную базу, хорошо оснащенные лаборатории, оно по праву занимает первое место в республике по многим показателям. Сегодня курсанты – это молодые, сильные, смелые парни. Около 1000 парней проходят через настоящую мужскую учебу. Ежегодный набор в училище составляет 250 человек. Каждый год более 300 курсантов училища на весь навигационный период для прохождения производственной практики направляется на предприятие Ленского бассейна в качестве рулевых мотористов, матросов. После 3-го курса они имеют право на работу в качестве командиров флота. Практику ребята проходят на современных судах «Река-море» типа «Сибирский», «Лена-нефть», «Якутск». На этих судах в течение навигации они работают по Северному пути, доставляя грузы на Колыму, Индигирку и другие северные районы, находящиеся за полярным кругом. Работая в штатной должности во время практики, курсанты получают полную заработную плату с коэффициентом и надбавками. После практики курсанты возвращаются в училище возмужавшими, почувствовав специальность на деле, как правило, с хорошими отзывами с предприятий и новыми впечатлениями. Музей истории речников Лены был основан в 1982 году. Здесь имеются документы, фотографии, личные вещи речников Ленского бассейна, макеты судов, начиная от карбазов до современных типов, проекты судов, работающих в Ленском бассейне. Хранятся в этом музее более 2000 документов. Только глядя и читая их, мы можем представить события тех времен. Первый караван грузов по реке Лене в 1937 году ведет испытанный капитан Афанасий Данилович Богатырев, член правительства Якутской республики. Коммунист, кавалер орденов Ленина и Октябрьской революции капитан Николай Николаевич Слобожанин слывет опытным наставником. Многие бывшие его матросы ходят уже капитанами. Двадцать пятую навигацию плавает Николай Николаевич вверх и вниз по течению Лены. Молодцы, жатайцы. Как говорится, уже на парах. Первые приметы весны в Якутском порту. Первая разминка перед стартом большой навигации. За спиной Тикси. Николай Васильевич Варенцов ведет караван к Лене.
Вот она, дорога на юг, сквозь 1,5-метровую ледяную броню. Капитанами будут водить суда по Лени и по самому Ледовитому океану, наверное, покажется странным, что 50 лет назад пришла отсюда телеграмма в Кремль Ленину с просьбой прислать веревок, гвоздей и керосину. Край алмазов и золота, кромка нашей земли. Ах, ребята, вы молоды, вам водить корабли. И в просторах несметных, над любыми морями, флаг советский, бессмертный, будет реять над вами. Здравствуйте, товарищи курсанты! Здравия желаю, товарищ начальник училища! Поздравляю вас с Днем Победы! Ура! 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 Многое изменилось в жизни речников и училища, но осталось главное – дух традиций, мужской работы и верности делу всей жизни. Курсанты находятся на полном государственном обеспечении. Порядок здесь флотский. Несут службу в роте, в учебном корпусе. Форма, питание, общежитие – все бесплатно. Вовремя выплачивается стипендия. Помогает овладевать флотскими и другими специальностями большой и сплоченный коллектив преподавателей. Основная цель коллектива – обеспечение профессиональной карьеры выпускника. В настоящее время педагоги работают над внедрением личностно ориентированного подхода к учащимся, повышением качества образования, развитием творческого потенциала педагога в условиях перехода училища в колледж. Прошу почтить память павших минутой молчания. Многие наши выпускники являются крупнейшими руководителями нашей республики. Из стен нашего училища вышли такие, как нынешние руководители Юрий Анатольевич Долженко, руководитель Ленского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства, Чистяков Евгений Леонидович, который является генеральным директором акционерного общества «ЛОРП», ну и многие другие. В частности, я, окончив это училище, держу связь со многими ребятами, с которыми я учился в свое время, которые тоже занимают руководящие посты. Так, Малюшин Михаил Васильевич, это начальник Мирбинской пристани, Ивченко Сергей Алексеевич, который является директором Алексеевской РЭП в Иркутской области, ну и так далее. Наши выпускники, несмотря на течение времени, в принципе, выполняют те же функции, которые выполняли и старшие их товарищи. Несмотря на наши трудности в целом по России, несмотря на трудности в республике, несмотря на перепрофилирование молодежи в такие, ну, может, отрасли, как бизнес, экономика, юриспруденция и так далее, тем не менее, среди молодежи немало находится людей, которые верны и готовы отдать свою жизнь, трудовую деятельность техническим видам профессий.